Угроза распространения коронавируса влияет и на законотворческий процесс. Госдума усиливает ответственность за оборот фальсифицированных и некачественных лекарств. Штрафы составят от 75 тысяч рублей до 6 миллионов рублей. Обсудим ситуацию вместе с депутатом Госдумы от Республики Башкортостан Зарифом Байгускаровым. Зариф Закирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, поподробнее, Зариф Закирович, почему были приняты эти меры и почему такие большие штрафы? Да, мы вчера приняли таких три очень важных законопроекта. Это третьем чтении. Первый закон – это внесение изменений в закон об обращении лекарственных средств. Этим законопроектом мы наделяем полномочиями правительства Российской Федерации устанавливать предельные цены на лекарственные препараты и медицинские изделия, если, например, в течение 30 дней какому-то субъекту увеличивать его стоимость там 30 и более раз. И то есть они уже будут устанавливать цены, то есть фиксированные, потому что мы сейчас видим, что в связи с этим угрозой эпидемии в разы там маски, там вот это разные гели увеличивают цены. Это, конечно, ненормально. Поэтому здесь вот мы оперативно подключились, этот закон мы очень быстро рассмотрели, и, конечно, будет установлена ответственность, потому что как это делается? Вот это медицинские предприятия, организации, они только небольшими партиями продают, цены повышают, соответственно, создают ажиотаж. И я считаю, что вот так поступать нельзя. Следующие законы – это внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Этими законами ужесточать ответственность за оборот медицинских препаратов и лекарственных средств. Например, если, например, ввоз за границей, которые запрещены препараты, или это фальсифицированные препараты, либо это сами изготавливаются фальсифицированные препараты, либо это может быть биологически активные добавки, так называемые. И, соответственно, это, конечно, угрожает жизни и здоровью наших граждан. В таких случаях мы устанавливаем, если, например, если это не такая большая там ущерб, то это будет административный, но если там на большую сумму, либо там повлечет ущерб здоровью граждан, то это будет нести уголовную ответственность. При этом мы в отдельный квалификационный признак выделили продажу таких препаратов медицинских и лекарственных средств через интернет, через средства массовой информации. Сегодня же мы тоже видим, что очень много таких предложений. Пользуясь таким случаем, люди обманывают, что есть такие препараты, что они очень помогают. Люди же доверяют и, соответственно, покупают. Но они во многом сфальсифицированы. Конечно, за это должна быть предусмотрена жесткая ответственность. Что касается, например, уголовной ответственности, то там до 6 лет лишения свободы предусматривается в таких тяжких случаях. Что касается административной ответственности, то от 75 тысяч в отношении граждан и до 6 миллионов в отношении предприятий. При этом мы также предусматриваем приостановление деятельности этих организаций, которые выпускают такую некачественную фальсифицированную продукцию до нескольких месяцев. Вот такие вот до 6 месяцев мы предусматриваем их даже приостановление деятельности. Но это жесткие меры необходимы. Как они будут осуществляться? Как будет работать механизм? Кто будет отслеживать фальсифицированный товар, некачественный товар и привлекать к ответственности? Чья это зона ответственности? У нас есть специальные органы. Это есть Роспотребнадзор, есть Росздравнадзор. Они обязаны это за этим контролировать. И, соответственно, конечно, будет жесткая ответственность. Кстати, еще один законопроект, мы вчера его не смогли в окончательном чтении принять. Это тоже изменение в оборот лекарственных средств закон. Суть в чем его? Учитывая, что есть у нас люди пожилые, которые сложно, тяжело выйти в аптеке, купить лекарства, мы хотим дать разрешение медицинским учреждениям, аптечной сети, чтобы они продавали удаленным доступом лекарств, то есть они сами, чтобы доставляли людям. При этом, конечно, мы делаем ограничения, например, нельзя будет продавать через сеть интернет лекарства, которые, например, содержат наркотические средства, содержат спирт более 25%, либо те, которые только по рецепту врача могут выданы. То есть за исключением них остальные можно быть купить. Мы приняли во втором чтении. Буквально в ближайшее время мы планируем принять этим чтением, потому что это тоже поможет людям, чтобы, не выходя из дома, купить лекарства. То есть они должны быть им доставлять. Планируется, за чей счет будет доставка? За покупателя, видимо, да? Но мы планируем, что стоимость будет она такая же. То есть это будет за счет самой сети, да, аптечной сети. Каким образом здесь будет осуществляться контроль за медикаментами?
Это то же самое органы будут контролировать. При этом мы прямо в законе предусматриваем, если же какая-то медицинская организация, аптечная сеть будет заниматься торговлей запрещенными препаратами и медицинскими, то есть изделиями, то сайт будет просто закрыт, заблокирован. То есть у нас есть закон, мы принимали до этого, есть реестр недобросовестных сайтов, туда они будут включены, соответственно, они не смогут этим заниматься. Но сегодня, к сожалению, это имеет место быть. Ну, надеемся, что меры законодателей будут менять ситуацию. Как вы считаете, вообще, что говорят в Госдуме? Мы понимаем, что для всей системы здравоохранения России коронавирус стал стресс-тестом таким неким. Какие мысли на этот счет звучат в Госдуме? Оказалась ли готова система здравоохранения к этой ситуации? Это не так страшный черт, как его малюет. Но, тем не менее, конечно, элементарные правила, то есть личной гигиены соблюдать нужно. В Госдуме мы работаем, мы собираемся. Да, мы немножко график изменили своей работы. Тем не менее, вот на следующей неделе... в чем произошли изменения? Изменения у нас касается того, что если мы раньше 3 недели была работа в Госдуме и неделя была региональная в Республике Башкортостан, сейчас мы, например, вот в следующей неделе у нас по плану будет региональная неделя, потом мы неделю будем работать над законопроектом в Госдуме, потом у нас будет опять работа региональной недели, потом будет неделя работы в комитетах, то есть вот мы немножко ограничиваем тем самым, потому что нас там много. И, соответственно, конечно, как и везде, у нас там в каждом этаже стоит обеззараживающий гели. И, конечно, меньше мы проводим разные круглые столы, разные совещания, мероприятия, то есть их тоже уменьшили. А какие экспертные мнения звучат? Что говорят про готовность российской системы здравоохранения? Россия готова. Это, наверное, говорит о том, что вот если, например, давайте возьмем цифры, далеко не ходить. У нас сегодня в мире на вчерашний день было 233 тысячи заболевших. Из них 9800 человек это умерли. Ну, это около 4%. Если взять нашу страну, то 199 заболевших и одна у нас умерла. Это и то она, то есть причина не смерти тромб оторвался. Да, тромб оторвался. Это 79-летняя женщина умерла. Поэтому, в принципе, у нас такого распространения, как такого в других странах, нет. Но у некоторых ведь вызывают сомнения тесты для определения коронавируса. Как вы можете эту ситуацию прокомментировать? Ну, сомнения, наверное, всегда будет. Главное, чтобы здесь паника не поддаваться. У нас, кстати, в стране есть один из лучших таких научных центров в мире. Называется это «Вектор». Они сейчас уже разработали несколько вакцин против коронавируса. Сейчас идет его испытание. Геном, по-моему, вчера появились сообщения, что расшифровали геном коронавируса. Да, то есть, кстати, они у нас, я повторюсь, они у нас один из лучших в мире. Вот сейчас идет испытание, после окончания испытания они предложат 1-2 вида для того, чтобы людей можно было вакцинировать. Для того, чтобы их... Ну, повторюсь, надо просто элементарные правила гигиены соблюдать. Конечно, большие мероприятия не должны проводиться. Побольше пить жидкости. Вот я думаю, что нам, привыкшим пить больше чая, вот, тоже это пользу, потому что она не выдерживает такие большие градусы. Поэтому, в принципе, ничего бояться не нужно. Надо просто заниматься собой, почаще мыть руки, да и все, в принципе. Зариф Закирович, как вы считаете, глобально какие изменения произойдут в связи с коронавирусом в нашей стране, ну и в Башкортостане? Но каких-то глобальных изменений, я считаю, что не произойдет. Конечно, это негативно отразится на экономике, это точно. И, кстати говоря, мы только буквально вчера рассматривали вопрос по экономике страны, внесение изменений в налоговый кодекс, и также просили министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, чтобы оказали помощь и поддержку малым предприятиям, средним предприятиям. Да, он сказал, что сейчас они готовят необходимые документы. Это будет освобождение от аренды предприятий, которые арендуют государственное имущество. Это освобождение от налога рассматривается на имущество. Конечно, мы попросили, чтобы и рассмотреть и иные варианты, чтобы оказать поддержку нашим предприятиям, в первую очередь малым предприятиям. Как вы считаете, что страшнее, падение цен на нефть, либо коронавирус для экономики? Ну, я думаю, что это, конечно, и то, и другое, они положительно не отразятся на нашей ситуации, но, тем не менее, мы не такую побеждали. Конечно, это для нас, я считаю, мы его все равно пройдем. Надо пройти достойно, повторюсь, без паники. Я считаю, это основное все-таки.
Любой кризис – это новые возможности. Конечно. Многие эксперты так говорят. Зариф Закирович, как вы считаете, повлияет ли на планы по проведению 22 апреля за поправки в Конституцию голосования вот именно коронавирус? Что ждать? Я думаю, что не повлияет, но, конечно, изменения будут. Кстати, по поправкам к нашей Конституции наш комитет, именно мы его рассматривали. Это было около 400 поправок. Мы собирались 7 раз, его обсуждали. Я вот сам лично несколько раз выступал по этим поправкам. И сейчас самое главное ведь 22 апреля. Мы, знаете, приглашали руководителя ЦИК Российской Федерации Эллу Памфилову по вопросу проведения. Здесь, я считаю, нужно это делать, и она согласилась с этим, чтобы больше выезжать людям по домам, ходить с урной, и, конечно, чтобы люди голосовали, чтобы меньше людей приходило. Все-таки подомовое голосование, да? Если раньше только так могли сделать в отношении лиц, которые, мол, тяжело передвигаться, но мы считаем, что если надо сейчас больше, конечно, надо ходить по квартирной, чтобы люди могли свой голос отдать, то есть сами свое мнение выразить. А мы успеем собрать людей, которые будут ходить именно с урнами для голосования по домам? Но у нас ведь там есть сроки. Это пока разговор был, что за 3 дня до основного голосования это начнется делать. Я считаю, у нас очень много волонтеров. Это Общественная палата Российской Федерации будет задействована. И, конечно, я считаю, что мы это сможем делать. И учитывая, что вот поправки, они очень значимые, вот прошло 27 лет, как мы приняли наш основной закон, и каких-то значимых поправок быть не было. Но эти поправки, вот, почему, кстати, вот поправки, например, задают вопросы, меня тоже спрашивают иногда в соцсетях, вот там предусмотрена индексация не реже одного раза пенсии нашим пенсионерам, индексация социальных пособий детям и малоимущим семьям. Они говорят, что это закон. Да, закон у нас есть, мы законы принимали, но в то же время у нас, учитывая экономические трудности, иногда приостанавливаются действия федеральных законов. Таких случаев у нас имеет место быть, как, например, сейчас нефть упал, соответственно, доходы страны тоже падают, потому что часть доходов пополняется за продажи нефти. И тогда возможно приостановление действия какого-то федерального закона. Но если это будет указано в основном законе, то это уже гарантия. И никаких там приостановлений быть не может, и, конечно, люди получат его. И если коротко, обнуление президентских сроков, как вы понимаете, что происходит в этой части? Если коротко только, Зариф Закирович. Коротко, это я считаю, что мы сделали правильно, что проголосовали. У президента России есть право принимать участие. Примет он участие, не примет, это его, конечно, будет решение. Но я считаю, то, что учитывая, какой была страна, когда он принимал, и какой сегодня эта наша страна, конечно, это очень много сделано. Это признать не только, например, в нашей стране, даже и за рубежом, во всем мире. Поэтому я считаю, что у него такое право должно быть. Спасибо, Зариф Закирович. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире башкирского спутникового телевидения был депутат Госдумы от Республики Башкортостан Зариф Байгускаров.